Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантея. И сегодня мы будем делать расклад. Посмотрим, что ваш мужчина хочет сказать вам сегодня. Разговор с любимым, я так назвала расклад. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой. Будем смотреть, что он вам хочет сказать. Подумайте о своем мужчине, сосредоточьтесь, выключите внутренний диалог, прислушайтесь к своей интуиции и выбирайте свой вариант интуитивно. Переходим к единичкам. Ну что, единички, смотрим вас и что он хочет сказать вам сегодня. Разговор с любимым. Вы знаете, на данный момент у него очень даже хорошее, я бы сказала, настроение и настрой на отношения с вами. Он видит отношения с вами достаточно такими крепкими и в то же время отношения, в которых ему комфортно и хорошо. Он считает, что отношениями он управляет, что он здесь выступает именно ведущим этих отношений, и он как бы направляет их, и еще я точно знает и уверен, как они должны развиваться. Он выступает здесь в отношениях как неким таким кукловодом, и ему это нравится. Его это устраивает. Он даже, я бы сказала, увлечен данным действием, его ролью в ваших отношениях. Его абсолютно все устраивает. Ему легко, ему комфортно. Он такой шутник, балагур, легкий на подъем, легкий на какие-то новые приключения, на какую-то новизну, всегда открыт к новым впечатлениям, к новым граням в отношениях. Ему это нравится, и он вам это транслирует и, скорее всего, еще и даже говорит. Да, бывают, конечно же, страсти в отношениях мордасти, не без этого. Он считает, что на самом деле он из всех бурь, из всех вот этих каких-то, когда штормит в отношениях, да, штормов, он выходит с победой. Да, могут быть какие-то потери, конечно, для него, но незначительные. В результате все равно он чувствует себя победителем и чувствует себя на коне. Да, где-то есть усталость, вымотанность, да, ему приходится где-то давить, отстаивать свою точку зрения, защищаться, но в любом случае ему это нравится, его это устраивает. И он об этом хотел бы вам сказать. Также эти отношения для него как некая новизна, некая трансформация. По крайней мере, сегодняшний сейчас период, да, на данный момент, это такой период некой трансформации и перехода с одной стадии отношений на другую. Да, нелегко. Да, в каких-то случаях некомфортно. Да, приходится ему как-то приспосабливаться и искать некие такие компромиссы. Но как бы то ни было, эта новизна, она его привлекает. Вот то неизвестное, что может происходить, либо те неожиданности, которые могут происходить в отношениях, его они устраивают. И он бы вам хотел об этом сказать. Но и в то же время есть, конечно же, то, что его не устраивает. Ему иногда кажется, он бы хотел бы сказать, что отпусти, не держи меня, не сажай меня на цепь, мне нужна свобода. Мне нужна свобода и выбор. Я должен сам делать свой выбор, я должен сам видеть, куда я иду, куда мы направляем эти отношения, куда я направляю эти отношения. Должен видеть результат своих усилий, своих трудов. Да, конечно, со мной иногда бывает нелегко. Да, я привык управлять, привык быть доминантой, привык делать все так, как мне удобно, так, как мне комфортно, так, как я привык быть таким вот, на самом деле, даже одиночкой-балагуром, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, достаточно таким серьезным, уверенным в себе, амбициозным, сильным, где-то даже харизматичным, уверенным в себе мужчиной. Не держи меня, не сажай меня на цепь. Как только ты меня посадишь, все,
здесь уже включается у меня агрессия, включаются нервы, я сразу начинаю брыкаться, сразу начинаю убегать из вот этих оков, сразу пытаюсь их убрать, преодолеть, разрушить, уйти. Ухожу в себя, ухожу в свои какие-то заботы, хлопоты, работу, увлечения. Либо это могут быть еще какие-то игры на компьютере, какие угодно, танчики, либо танки, как они там называются правильно. Вот он может окунаться и отворачиваться. И об этом он хотел бы вам сказать, что не нужно меня ограничивать. Я люблю свободу, я привык к свободе, я привык управлять своей жизнью, направлять ее сам. Да, ты можешь как-то где-то из-под тишка мне там что-то направлять, мне подсказывать, помогать, поддерживать, страховать, но не более. Иначе я не буду чувствовать себя мужчиной, иначе я не буду чувствовать себя именно потеряю достоинство свое в своих же глазах. Я вижу, что наши отношения, они будут продолжаться. Я вижу, что наши отношения мне важны, они мне нужны. Я с тобой, я чувствую себя комфортно, свободно. Я чувствую, что мы команда, я чувствую, что мы партнеры, я чувствую твою поддержку, заботу. С тобой я нашел тот дом и тот очаг, который я имела раньше с родителями. Там, где я чувствовала себя комфортно и свободно, без каких-либо страхов и сомнений. Вот с тобой то же самое. Я чувствую, что мы команда, что мы одна семья, что мы партнеры, что мы можем построить что-то новое и достичь больших высот совместно. Но только если ты не будешь на меня давить, меня ограничивать, мною командовать и так далее. Он боится, что вы страхом, да, его, он боится, что я боюсь, от его лица буду говорить, да, я боюсь, что ты настолько меня будешь пытаться держать на цепи, держать в неких оковах, что я потеряю сам себя. Что тот мир, который я придумал, тот мир и то, как я вижу свою семью, то, как я вижу свою жизнь, он может разрушиться. Почему? Потому что ты будешь слишком давить, слишком меня опекать, держать меня на поводке, держать меня на привязи возле себя. Тогда я в этой жизни ничего не добьюсь, тогда я буду чувствовать себя нереализованным, тогда я буду чувствовать себя даже неким каким-то убогим, одиноким, никому не нужным. И что я буду рядом с тобой какой-то такой фигуркой, выигрышем, что ли, наградой, которая просто должна у тебя быть, потому что так ты хочешь, потому что это твой каприз. Нет, я так не хочу, я хочу строить светлое будущее, я вижу, что у нас может быть совместное светлое будущее, я верю, но только это получится только тогда, когда я буду чувствовать себя мужчиной, когда я буду чувствовать себя свободной, когда я буду чувствовать, что я могу принимать решения и сам нести за эти ответственность решения, когда я буду чувствовать, что я тебе нужен, что я тебе важен, что ты видишь во мне мужчину, свой тыл, свой оплот, свою опору, свою надежду и так далее и тому подобное. Вот это все хотел бы вам сказать ваш мужчина, если бы мог с вами говорить открыто. Это то, что он не говорит, но то, что он думает, то, что он чувствует. Для всех тех, кто выбрал первый вариант. Я вам всем желаю здоровья, любви, благополучия, благоденствия. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, гармоничной, полной любви и взаимопонимания. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех была рада видеть и надеюсь искренне, что мой канал вам интересен. Прощаемся, переходим к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас и разговор с вашим любимым. Что бы он хотел сказать вам сегодня? Он бы хотел сказать вам сегодня, что, дорогая, милая, любимая, я запутался, я устал, я вымотался, я не знаю, куда мне двигаться дальше. Да, я вроде бы как достиг каких-то высот, какой-то цели, которую я себе ставил, но это далось мне так легко и так тяжело, что
Вот когда я этого добился, теперь я не знаю, куда двигаться дальше, что мне делать дальше. Теперь же те результаты, которые у меня есть, они меня ограничивают, они меня к себе привязывают. И я этого страшусь, я этого боюсь, что вот это тот максимум, который я смогу добиться или смог добиться в этой жизни. Мне нравится, что ты меня поддерживаешь. Мне нравится, что ты видишь во мне добытчика, мужчину сильного, смелого. Мне нравится, что ты принимаешь меня в любом настроении. Будь я какой-нибудь сегодня властный, сильный мужчина, жесткий. Завтра я могу быть как ребенок, как мальчик, которому нужна забота, которому нужна доброта, которому нужна ласка и любовь. Мне нравится, что ты всегда мне доверяешь. Мне нравится, что ты слушаешь или прислушиваешься к моим словам и к моему мнению. Мне нравится, что ты заботишься о нашем доме, о нашем быте и о нашей жизни. Мне нравится, что я вижу, что ты моя поддержка, моя страховка и мой оплот. Я вижу, что ты видишь и делаешь из меня мужчину. Я вижу, что ты своей заботой, своим вниманием поддерживаешь во мне вот этот уровень, когда я ощущаю себя нужным, когда я ощущаю себя важным, когда я ощущаю, что я мужчина в полном смысле этого слова. Но мне не нравится излишняя забота. Я не твой сын, я не твой ребенок. Мне надо мной не нужна именно вот материнская любовь. Мне нужна ласка и забота любимой женщины и жены. Мне не нравится, что ты иногда бывает так, что ты вызываешь или пробуждаешь во мне те страхи, которые у меня есть. Мне не нравится, что иногда ты излишне внимательно ко мне именно с некой материнской точки зрения. И вот эти страхи, которые ты во мне иногда пробуждаешь, они меня ограничивают. Я все больше вспоминаю о своих каких-то, видимо, недостатках или неуверенности в себе. Они сразу меня сковывают, они не дают мне двигаться дальше, они не дают мне достигать своих каких-то вершин и целей. Они меня держат как будто бы на цепи. И ты иногда тоже пытаешься меня к себе привязать. Ты иногда не даешь мне вздохнуть. Ты иногда настолько своей заботой, любовью, вот именно с материнской точки зрения меня ограничиваешь, что мне тяжело, мне некомфортно, мне душно. Я вижу, что наши отношения в будущем, они имеют смысл, они имеют за собой вообще будущее. Я вижу, что в наших отношениях, и я хочу, чтобы в наших отношениях я был ведущий, я был мужчиной, я направлял, я оберегал, я вижу, что я это смогу. Я хочу, чтобы ты знала и видела во мне именно мужчину сильного, смелого, который будет не твоим сыном в твоих глазах, а именно мужем и любимым мужчиной, опорой, оплотом, стеной, плечом, на которую ты всегда можешь опереться, за которым ты всегда сможешь спрятаться и быть в безопасности. Я вижу и надеюсь, что наша жизнь, наше совместное партнерство, оно принесет свои плоды. И я уже это вижу, я к этому стремлюсь, я об этом думаю, я себе планирую. У меня уже есть некий план продуманный, который я себе задумала именно в наших отношениях. Но я хочу, чтобы я в первую очередь в этих наших отношениях был именно мужчиной в твоих глазах, добытчиком, охранником, твоим единственным, я не знаю, императором. Именно вот таким сильным, мужественным, вот твоей стеной. Я боюсь, что я не смогу добиться того, что я хочу.
Я боюсь, что мои труды, мои усилия, они не принесут тех результатов, которые я себе наметила, которые я себе задумала. Я боюсь, что все будет зря. Но я все равно делаю, я все равно работаю, я все равно стремлюсь к тому, чтобы нашу жизнь обустроить и привести наши отношения, наше будущее к какому-то прекрасному, светлому будущему. И я боюсь, что иногда ты своей излишней заботой, своим излишней вот этой материнской любовью, именно материнской, не любовью жены, супруги, а именно с точки зрения матери, можешь меня от себя оттолкнуть. Я могу закрыться, я могу отвернуться, я могу даже где-то начать смотреть на других женщин. Почему? Потому что, смотрите, вот она прекрасная карта, вот она мать, неухоженная, заботливая, добрая, какая-то вся в своих домашних делах, хлопотах. А вот она именно та женщина, рядом с которой он будет чувствовать себя мужчиной. Он будет желать, чтобы рядом с ним была женщина красивая, ухоженная, дорогая, а не вот именно жена, которая следит за бытом и за домом. Некая такая, знаете, домохозяйка. Нет, такого он не хочет, и этого он боится. Он хочет видеть рядом с собой красивую, самодостаточную, уверенную в себе, притягательную, привлекательную, манящую, сексуальную даму. Поэтому, дорогие мои, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это ему нужно, это ему важно. А вот именно вот это сюсю-мусю с материнской точки зрения вообще абсолютно ему не нужно. Да, ему нужна забота, да, ему нужно внимание, но со стороны любящей девушки, женщины, жены, супруги. Вот такой у нас получился вариант для двоечек, дорогие мои. Я вам желаю любви открытой, гармоничной, счастливой, страстной. Будьте здоровы, будьте любимы, берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе. С вами была Астарта Сантия. И, конечно же, берегите, заботьтесь о своих близких. Я благодарю, что вы были со мной, что смотрели мое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся. Троечки. Итак, смотрим вас. И что он хочет сказать вам сегодня? Разговор с вашим любимым. Он хочет вам сказать, что вы его ограничиваете, что вы держите его в тисках, что он и так уже ваш, но вы все равно накладываете на него какие-то цепи, какие-то оковы. Вы не даете ему дышать полной грудью. Вы требуете от него именно то, что хотите лично вы. Не то, что вы оба хотите в вашей паре, в вашем партнерстве, а именно то, что именно здесь и сейчас нужно вам, единолично. Такой некий эгоизм. Он видит вас такой некой эгоистичный, хочет вам об этом сказать, что он не раб, что он не обязан делать то, что вы хотите, и то, что вы от него постоянно требуете и нудите. Он хочет вам сказать, что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. Он чувствует себя рядом с вами мужчиной, и в то же время ему хочется отдохнуть. Он устал. Он устал постоянно что-то добывать, он устал постоянно быть в какой-то динамике. Он, хоть это ему и нравится, что вы рядом с вами, он чувствует себя мужчиной, но он устал. Он устал быть скованным по рукам и ногам. Он устал быть ограниченным. Ему нравится, когда вы делаете все совместно. Ему нравится, когда он чувствует вашу страховку, вашу опору, вашу поддержку. Ему нравится, когда вы именно партнеры. Когда вы не просто требуете и там от него каких-то свершений, а именно когда вы вместе совместно добиваетесь каких-то результатов. Он чувствует себя нужным, он чувствует себя важным, он чувствует себя сильным, он чувствует себя
мужчине, который способен защитить, который способен добыть, который способен вас одарить чем-то, который способен подставить вам свое плечо, свою спину. Но ему не нравится, опять же, что вы пытаетесь им управлять, что вы держите его на цепи, что вы не даете ему вздохнуть, что вы своими какими-то действиями, словами или желаниями вы будете в нем страхи, будете в нем опасения, будете в нем неуверенность в себе. Это его сковывает еще больше, это не дает ему дышать, это не дает ему двигаться, это его наоборот ограничивает. Эти страхи в нем с какой-то большей силой просыпаются, и он просто сидит вот в неком обездвижении. Почему? Потому что вы способствуете этому, потому что вы держите его под неусыпным, неустанным контролем. Он не может принимать какие-то решения именно единолично, потому что вы все контролируете, каждый его шаг, каждое его слово, каждое его мнение. Он бы хотел, чтобы вы решали, принимали решения вместе, совместно, были именно командой, были именно партнерами. Но мужские все обязанности он выполнять и хочет, и ему нравится выполнять рядом с вами, чувствовать себя рядом с вами мужчиной сильным, как я уже и сказала. Он видит ваши отношения и надеется на то, что в будущем отношения наладятся, что вот те недопонимания, вот те какие-то совместные ошибки, что вот это все ограниченность и ваше управление, оно уйдет, что оно все сойдет на нет, что вы поймете, увидите, что он способен добиваться цели, что он умеет добиваться цели, что в нем есть сила, что в нем есть воля, что вы в него верите, что вы наконец-таки исправитесь, протянете руку помощи, протянете руку поддержки и сделаете все так, чтобы отношения наконец-таки нормализовались, чтобы они стали гармоничными, чтобы они стали такими теплыми, чтобы в них было взаимопонимание, чтобы в них было взаимоподдержка, взаимоотдача. Вот так он видит эти отношения. Чего он боится? Боится он, что вы не увидите этого, что вы так и будете держать его на цепи, что вы так и будете спускать всех собак, грубо говоря, на него, что вы будете его ограничивать, что вы будете его контролировать, что вы будете постоянно под неусыпным, неустанным контролем держать его, что он не сможет быть рядом с вами настоящим мужчиной, что он не реализует все свои желания, все свои стремления, и что его надежды на отношения, они не исполнятся, что вот эта бабочка, которая вот здесь в будущем он видит, да, что уйдут все вот эти ограничивающие факторы, что лед сойдет, и отношения, как я уже и сказала, нормализуются. Он боится, что он не сможет вот эту свою мечту реализовать, поймать, и чтобы она сбылась. Вот такой расклад вышел для всех тех, кто выбрал троечку, Господи. Я вам, конечно, желаю самое главное любви, здоровья, взаимопонимания, гармонии, чтобы отношения были гармоничными, чтобы в отношениях люди друг друга слышали, слушали и любили. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой расклад вам понравился. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!